уточнить. Вот у тебя в музее есть несколько стендов, посвященных зомбированию немцев в 30-е годы прошлого века. Тогда не было таких средств коммуникации, как телевидение, было только кино. Радио, кино. Вот расскажи мне, вот в принципе, по большому счету, есть разница между тем, чем занимался Гитлер, зомбируя своих людей, и чем сейчас занимается Путин? Или, в принципе, одно и то же, но носители просто другие? На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что я исследовал в некоторых своих работах нацистскую пропаганду и считал ее самой эффективной в истории человечества. Вот. Сейчас я отказался от этих взглядов, потому что я считаю, что самая эффективная – это российская пропаганда. Почему? У нацистской пропаганды было очень много технических средств по тем временам, фантастических. Были талантливейшие кинорежиссеры, документалисты. Вот, например, снимали фильм «Крысы», да? Значит, и он был антисемитский, направленный против евреев. Очень простые психологические приемы. Есть живые существа, которые очень неприятны человеку. Кстати, это тоже интересный момент. Почему человек спокойно смотрит, когда ползет божья коровка? Но таракан нет. А таракан нет. А разница никакой между ними. А вот непонятно, да? А значит, или муравей нормально, или белочка вот, нормально, а крыса или мышь в большинстве случаев нет. И вот эти вещи используются, они на самом деле основываются на тех инстинктах, которые еще с древнейших времен идут. Инстинкты ксенофобии связаны и так далее. Так вот, показывали в этом фильме омерзительную, страшную крысу, которая туда-сюда побежала, посмотрела, и вот такие вот резкие движения характерные. И потом находят еврея, у которого длинный нос, еще делают такую подсветку, чтобы тень так падала, и точно профиль, как крысы. И потом показывают, точно так же толпа евреев движется. Вот крысы, вот евреи. И идет дегуманизация образа евреев, значит, и говорится о том, что евреи это не люди, которые подлежат тотальному уничтожению. Иди и убей, и тебе ничего не будет. Да? И это, конечно, другое то, что происходит сейчас. Но я вспоминаю, что мне говорит мой друг Юра Фоменко. Он служил на фронте под Дебальцево, стоял там на блокпосту. И вот он говорит, что когда поймали очередного российского солдата, добровольца, он его спрашивает: что ты делаешь на этой земле? Чего ты сюда пришел? Он говорит: убивать укров. Потом, когда сообразил, что он не то что-то сказал, говорит: понимаешь, у меня нет ничего личного, но ипотека. Я должен выплатить ипотеку. И вот для этого можно убивать украинцев. И на самом деле, когда мы смотрим кадры, снятые самими российскими солдатами по ту сторону фронта, когда эти грады уничтожали наших ребят вот на территории Украины, и по укрофашистам огонь, по украм огонь. Вот этот вот термин «укры», он предназначен был тогда для того, чтобы показать, украинцы это не люди, точно такие же, как когда-то евреи. И они какие-то недолюди, их нужно уничтожать, и в принципе можно и ипотеку выплатить по ходу дела. Нацизм плюс ипотека. Это расизм, да. Это и есть расизм. Ну и что касается параллели, я хочу напомнить, что после Олимпиады в Берлине, когда на нет сошла антисемитская, антиславянская пропаганда и так далее, когда она закончилась, резко усилилась нацистская агрессия, потом были захваты разных стран и так далее. Олимпиада в Сочи. До Сочи ничего, только Сочинская Олимпиада закончилась, и начались события и в Крыму, и на востоке Украины, и так далее. Точно так же готовилась и идеологическая почва для этой пропаганды. Точно так же использовались средства массовой информации. И играли на таких чувствах людей, как величие, как национальное унижение. Вот немцы были унижены после Первой мировой войны, и им говорят: вот это вам ударили в спину, на самом деле вы призваны быть народом, который будет господствовать над другими. Русским. У России особенная стать, у России особенная миссия. Россия светоч всего мира, родина духовности, у нас такие скрепы и так далее. И тут мы унижены в состоянии, мы встаем с колен.
кто вас туда поставил? Слушай, как же это скучно. Это же Муссолини. Больше врагов, больше чести. Эфиопия наша. Это Гитлер. Это повторяется, как, я не знаю, как... Ну, повторяется по-разному, потому что Муссолини, например, недолюбливал свой народ, считал, что он не совсем достоин его величия. Вот Гитлеру повезло больше. Слушай, да. у нас меньше